За 15 лет службы так и не научился стучаться? Можете не поправлять, все настроено. Мне в камеру смотреть или на вас? Смотрите на меня. Расскажите о вашем фильме. Это, так сказать, смесь остросюжетного боевика и шпионского триллера. Скажите, а вы не боитесь, что зрители будут воспринимать вас как актера одной роли? Знаете, когда мне только предложили эту роль, у меня было ощущение, что другого шанса больше не будет. А сейчас у меня есть надежда, что зрители еще увидят меня в других хороших ролях. Какой эпизод для вас был самым сложным в этой картине? Ну, трудно сказать, какой конкретный эпизод. Весь фильм был достаточно тяжелым. Был ограничен бюджет. Приходилось подстраиваться под ситуацию постоянно. Импровизировать. Расскажите, когда и почему вы решили снять этот фильм? Вас понял, ждем вас в указанном месте. Первый до прибытия 10 минут. Принято. Это что, спецагенты теперь с такими гаджетами ходят? Ну и где же твои примочки? И потом бах! И его мозги разлетаются по всему салону. Но был еще четвертый агент. Он спускается на парашюте и залазит через багажник. Потом достает шнурки и начинает душить того, кто справа. И вдруг машина подъезжает к обрыву и... Стоп! Стоп! Хватит. Мне уже достаточно понятно о вашем сценарии. Нет, ну послушайте дальше, там еще круче. Так, круче не надо. Я уже и так все понял о вашем сценарии. Нет, ну там только в конце становится все понятно. Я сейчас хочу услышать, чем я могу вам помочь. Дайте нам денег. А зачем вам деньги? Я вас прекрасно понимаю. Да ничего вы не понимаете. Вот люди, которые приходили ко мне за последние 5 лет. А это те фильмы, которые я продюсировал. И что, вы думаете, мне кто-нибудь из них принес деньги? Вот этот не принес. Вот этот не принес. И вот этот не принес. Как, в общем, никто не принес. А все потому, что эти люди ничего не понимают в кино. И они считают, что их дурацкие идеи настолько амбициозные, что было бы просто преступлением не показать это людям. Но это не дурацкая идея, она может иметь успех. Верю. Верю. Но надо над идеей еще лет 5 поработать. Тогда и приходи. Ну, я вас прошу. Вы последний человек, к которому мы можем обратиться. Не лишайте нас возможности снять этот фильм. Это будет бомба. Мой тебе совет. Поработай еще пару годиков ассистентом режиссера. Наберись опыта. Начните с малого. Поснимайте короткометражки. Только ради бога, не снимайте свадьбы. Это для полных неудачников. Да пошел ты! Здравствуйте, вы позвонили мне домой. Нам домой. Нам домой, хорошо. В данный момент нас нету дома, потому что мы Ну, вы понимаете. Тише.
Оставьте ваше сообщение после звукового сигнала, и мы вам обязательно перезвоним. Пока! Лёш, привет. Лёш, я сегодня задержусь на работе, и у меня садится батарея. Так что давай встретимся в часов 8 на нашем месте. Нам нужно кое-что обсудить с тобой. Мы готовы предложить вам болты. Метрические и дюймовые. Метрические с шагом резьбы 1 мм, 1,5 мм. И дюймовые 2 мм. А также благодарю вас за ваше время. Спасибо. Не помешал? Что хотел? Слушай, у нас тут корпоратив намечается. Новенькие будут. Давай с нами. Не. Сегодня не получится. Конечно, куда уж тебе до нас. Ты же у нас актер, звезда. Вообще-то, у меня сегодня свидание с девушкой. Я знал, что ты не спишь. Что, вы завтра ничего не снимаете? Да, они снимают, а я нет. Слушай, давай прогуляемся. Есть разговор. Что-то случилось? Да. Я уволился. Почему все всегда все портят? Ты о чем? Да я работал над этим фильмом несколько лет. В нем есть все, что может понравиться зрителю. И почему я должен работать ассистентом режиссера только потому, что мои идеи не устраивают каких-то старперов? Ты что, ради этого меня вытащил в такую погоду ночью? Ну ты же прекрасно знал, с чем связываешься. Теперь не ной. Слушай, я все решил. Хватит заниматься ерундой. Мы сами снимем этот фильм, мы сами соберем команду, у нас все получится. Нам никто не нужен. Точно. Вот, то, что надо. Только я спать. Позвони мне завтра. Я как раз свой свадебный фильм доделаю. Твой фильм – дерьмо. Прости, ты что сказал? Да. Твой фильм – дерьмо. Слушай, ты отличный оператор. Но мне кажется, ты тратишь себя не на то. Неужели ты всю жизнь хочешь свадьбы снимать? Смотри, как он заговорил. Да ты сам хоть один фильм снял? Мне, между прочим, это деньги приносит. Вот когда твои идеи начнут приносить мне деньги, тогда и поговорим. А пока пойду-ка я доделаю свой дерьмовый свадебный фильм, который, между прочим, поможет мне заплатить за мой дом и набить полный холодильник пива. Ну тебя же тошнит от этих свадебных фильмов, как меня от нашего кинематографа, в котором я ничего не могу изменить, работая на кого-то. Что ты там про пиво говорил? Не понимаю, почему нельзя связаться с другим продюсером? Покажи ему сценарий. Если надо, переделай. Слушай, мы никогда не снимем этот фильм, если будем рассчитывать на остальных. Ну что мы сами сделать можем? Ты этим холодильник забиваешь? Смотри, я найду актеров. Ты найдешь оборудование. У нас куча друзей, которые могут помочь. Да, это большой риск, я знаю. Но здесь немного вариантов. Либо мы сейчас снимаем этот фильм, либо до конца своих дней снимаем свадьбы. Нам нужно расстаться. Как думаешь, мне взять Цезарь или по-гречески? Ты меня слушаешь? Ты меня слушаешь? Я говорю, что нам нужно расстаться. У тебя кто-то есть? С тобой можно когда-нибудь серьезно поговорить? Девушка! Я хочу, чтобы в моей жизни был заботливый мужчина. Я хочу чувствовать себя ранимой, любимой. А так получается, что только я одна Чтобы забочусь... рядом со мной всегда был настоящий, сильный мужчина, который подставит свое крепкое мужское плечо. Как-то так, да?
У тебя появилась новая способность? Ты теперь читаешь мои мысли? Нет. Я просто читаю твой твиттер. Вот как. Понятно. Очень жаль, что весь интерес ко мне проявляется только тем, что ты читаешь мой твиттер. Ой, давай не будем торопиться. Давай сделаем паузу. Нет никаких пауз. Никаких пауз. Меня все достало. Я хочу с тобой разойтись. Все. И сегодня же я приезжаю к себе домой. Ну и какие твои планы? Будешь продолжать работать консультантом? Или попробуешь себя опять в кино? Извини, просто как-то непривычно слышать такую заботу из уст человека, который всегда думал только о себе. Видишь, с тобой даже расстаться нормально нельзя. Подожди! Ты так и не ответила. Присядь. Так, Цезарь или по-гречески? Мне искренне жаль, что твоя актерская карьера так и не состоялась. Но я хочу открыть тебе маленькую тайну. В этой жизни нужно что-то делать, а не ждать, пока дадут тебе главную роль. Запомни это. Что-нибудь выпьешь? Глеб! И пиво еще принеси. Слышал, ты с девушкой расстался, да? Да. 2 года с ней встречались. Уже и жить начали вместе. Какие-то планы строить. Держи. Все это как-то странно получилось. Мы с ней ведь Ясно. уже... Мы тут фильм решили снять. Поздравляю. А при чем здесь я? Ты сыграешь в нем главную роль. Не, ребят. Я уже не актер. Да брось. Ты никогда им и не был. Ну, по крайней мере, я смог найти себя в продажах. И вполне могу стать неплохим менеджером. Лёш, ну что ты говоришь? По продажам чего? Что ты продавать собрался? Сыграть в крутом фильме. Вот то, что тебе нужно. Ты только что сказал, что я не актер. А что за фильм? Остросюжетный шпионский боевик. Остросюжетный шпионский боевик? А почему я? Во-первых, мне кажется, что ты идеально подходишь на эту роль. Во-вторых, я знаю тебя лично. Ну и в-третьих, похоже, ты единственный, кто на это все согласится. Согласиться на что? На нереальные перестрелки, погони, драки. Слушай, он шарит. Подождите, а где мы возьмем оборудование, свет, реквизит? А за это не волнуйся. Это наше дело. А камера? На что вы снимать будете? На мобильный телефон? Где вы камеру возьмете? Да украдем. Ну, ясно. Лёш, можно сказать, ты наша единственная надежда. У нас почти все готово. Этот фильм может стать бомбой. В общем, ты с нами или нет? Break by
Я наконец достал отряд спецназа. Актеров массовки. Вот это кто? А это наш монтажер. Привет, Кирилл. Глеб, привет. По-моему, я и сам неплохо монтирую. Ну да, свадебные фильмы. Давай каждый будет заниматься своим делом. Кстати, ты видел муляж? Какой муляж? Он что, не настоящий? Потом поднимаешься на 3-й этаж и идешь по коридору. Вскрываешь дверь в кабинет, где должны находиться документы. Ты их ищешь, везде лежат какие-то бумаги, натыкаешься на сейф, потом вскрываешь этот сейф. И тут срабатывает сигнализация, и спецназ начинает штурмовать здание. Группа 1, входим в здание. Принято. Группа 1, осмотреть все этажи. Собираемся. Комната слева. Двое наверх. Щит вперед. Здание обесточено. Группа 1, продолжаем штурм здания. Принято. Дверь справа. Слева дверь. Чисто, чисто. Ты исчезаешь. Спецназ ищет тебя по всем этажам. Группа 2, плохая видимость. Комната слева. Чисто. Контакт на 3-м этаже, контакт на 3-м этаже, пошел! Не упустите его.
Нам нужна тачка для съемок. И где мы ее возьмем? Есть один человек. Моей колыбельной были звуки выстрелов. Эй, не так быстро, лох, я тебя выставлю. Я размажу тебя по земле своими мыслями. Эй, не так быстро, лох, я тебя выставлю. Я тебя по земле своими мыслями. Моей колыбельной были звуки выстрелов. Эй, не так быстро, Андрей! Андрей! Короче, нужно, чтобы ты мне кое-чего достал. Чувак, ты с ума сошел? Да я давно этим не занимаюсь. Какое достать? Это же для себя толком не берут. Так, только раз в месяц себе могу взять и то, что... Да нет, мне машина для фильма крутая нужна. Ну, ты же раньше гонял тачки. Вспомни, когда я в школу ходил. Ты что, уже другие времена, другие дела. Посмотри, пульт, студия, микрофоны по $1000. Девушки, да, собственно, все изменилось. Шоу-бизнес, брат. Ну, хотя связи есть вообще. А сколько? Чего сколько? Зелени сколько? Слушай, ну мы же с тобой старые друзья. У меня сейчас есть камера. Куча оборудования. Мы можем сработаться. Ну, хочешь, я тебе клип сниму? Хорошо, сойдет. Первое. Машина на неделю. Второе. По городу особо не носись. Третье. Багажник не открывать, бардачок не открывать, в машине не копаться. Все, помни о клипе. Подожди, а где документы на машину? А они тебе не понадобятся. Снято. И что дальше? Ай, в общем, заводи машину, выезжай, будем импровизировать. Давай, назад сдавай. Ты что делаешь? Импровизирую. Это не по сценарию! Давай быстрее, валим отсюда! Да быстрее, догоняют они! Откуда они взялись-то вообще? Давай, давай, давай! Ехать-то куда? Направо поворачивай! Давай выезжай с парковки! Так куда? Где вы? Вот здесь налево! Давай, давай, давай! Вон выход, давай! Жми на газ! Давай направо здесь поворачивай! Загнись!
что, реальные люди стреляли в меня реальными патронами? Меня чуть не убили! Не убили нас вместе, мы были там с тобой, ты забыл? Хорошо, давайте позвоним ментам. Давай. Давай позвоним ментам. Скажем, ребята, мы тут украли оборудование, а потом за нами погнались придурки. А мы начали по ним палить. Какого черта ты начал в них стрелять? Откуда мне было знать? Это кино! Это кино! Это кино, и в нем все должно идти по сценарию! Так по сценарию! По сценарию! Режиссер! Меня чуть не убили! Да откуда мне было знать, что это могло произойти? Я понятия не имею, кто это. Ребята! Что такое? Смотри. Отойди-ка. Ты что, все это снял? Это гениально! Это просто супер! Нереально крутые кадры. Лёш, подожди. Я понимаю, в каком ты состоянии. Но главное, что мы все живы остались. Андрей, мы зашли слишком далеко. Я в этом больше не участвую. Послушай, ну, пожалуйста, не принимай сейчас серьезных решений. Ты на эмоциях. Я тоже на эмоциях. Я ведь там был с тобой. Давай мы посидим, подумаем, все это разрулим. А ты пока отдохни. Встреться с друзьями. Навести девушку. Ну, в общем, живи, как и раньше. А я со всем этим разберусь. Лёш, ты куда?
Начальник так сказал. Не знаю. Чем-то могу помочь? Знаешь, а ты классно смотришься с автоматом. В смысле? И машину классно водишь. Я не понимаю. А когда выходит твой фильм? Скоро. Если режиссер не решит меня убить в середине фильма, то довольно скоро. Ну, тогда я буду ждать. Алло. Слушай, ты что, фильм в интернет выложил? Да какой фильм? Ты что, забыл? Ты в нем уже больше не снимаешься. А другого актера у меня нет. Слушай, а приезжай-ка сюда. У меня есть что тебе показать. Ну, что скажешь? Впечатляет. Ты в курсе, что он очень популярный? Что люди хотят уже полноценное кино? Мое предложение продолжать съемки все еще в силе. Покажи ему еще раз трейлер. Идем. Кое-что покажу. И что за диск? Который я нашел в машине. В той, где мы снимали. Ну и что? А ты посмотри. Посмотри, что там. Конечно. Все понятно. Вот почему они гнались за нами. Из-за этого диска. Этот лох, он украл у них машину и дал ее нам. И там была вот вся эта информация. Какие-то даты, имена. Они нашли меня. Перевернули все вверх дном. Они знают, где я живу. Так, Леша, успокойся. Я знаю, что они искали, это у нас. Ты, главное, сейчас ничего не делай. Сиди на месте. Мы с Глебом сейчас будем. Понял, никуда не уходи.
Мы уезжаем. Сейчас едем к Лёше на той же машине, и ты за рулем. Угу. А мне что делать? А ты сиди и фильм монтируй. Диск не забудь. Чёрт. Подожди, он мертвый, что ли? Пульс есть. Пойдем-ка отойдем. Лёш, остынь, остынь. Это все из-за машины. Она краденая. Это чувак, который дал нам ее, он не выходит на связь сейчас. Там был диск, не знаю с чем он, какая-то секретная информация, без понятия. И он пришел именно за ним. Нам сейчас надо уладить ситуацию. Успокойся. Значит так. Мы отдаем ему диск, посадим в машину и увезем. Понял? Понял. Надо его вывезти отсюда. Куда ты его вывезешь? В лес. В лес? В багажнике повезем? Ладно, давай его в салон. Господи, он что, настоящий? Ну, может понадобится. Он тут занимает полсалона. Вот почему я должен с ним сидеть, а? Тише, сиди, не высовывайся. За нами может быть хвост. Какой хвост? Куда делись? Вот они. Давай. Где они? Ты что стал? Побежали! Бегите к машине. Я их задержу. Ты что, больной? Давайте быстрее!
Мы ждем тебя внизу! А где Лёша? Он должен прийти. Ну давай, где ты? Это он! Это он! Давай сюда! Давай, мы здесь! Многие отмечают, что ваш фильм очень реалистичный. Скажите, как вам удалось достичь такого эффекта? Но это кино. Здесь все настоящее. А были у вас разногласия во время съемок? Поначалу были. Но, знаете, процесс съемок нас так затянул, что в итоге не осталось времени на какие-то споры, и мы занимались только фильмом. Кино стало для меня реальностью. У меня было постоянное ощущение тревоги. Если честно, и сейчас я иногда это ощущаю. А вы планируете снимать продолжение этого фильма? Вот ваш диск. Они что, сами отдали вам диск? Они привязали его. Я не к вам обращаюсь. Да, они вернули автомобиль, в котором находился наш диск, а сами скрылись. И вы позволили этим выскочкам уйти? Мы так до конца и не выяснили, кто они. И это еще не все. У них была видеокамера. Как бы глупо это ни звучало, но спустя неделю, после того, как мы их упустили, появился фильм, в котором запечатлены мои агенты, включая меня самого. Моя группа, сформированная для передачи секретных данных, снималась в фильме. И что же вошло в этот фильм? Все. Все вошло. Ты понимаешь, что это значит? А это значит, что теперь все вы актеры. Твой отдел расформирован. Нам массовка не нужна. Доступно для понимания? Определенно. Актеры.
broken.